данной структуре. Сейчас профсоюзы, ну мы не сталкиваемся с ними. Когда я был на заводе в профсоюзе, я с него толку никакого не видел. Ну, нічого не несуть, тільки гроші від нас беруть. Я, наприклад, член профсоюзу. Про оборону працовних тут нема чого говорити. Я думаю, що офіційні профсоюзи ніяким чином не обороняли мої права. Правда, в офіційних профсоюзах я була тільки під час учоби в університеті, але від гэтых профсоюзів, окрім як сябровських вкладок, я не бачила ввогуле нічого. В житті, може, і обороняли в далекой молодости. Я думаю, что государственные, нездольные. Они и раньше-то не очень-то защищали. А теперь тем более, конечно. Нет, не здольная. Тому що вже стільки років профсоюзи не робили нічого фактичного у оборону прав наших громадян, тому коли не зараз раптом нечто придумали і засвоїли ніякі методики оборони, це, я думаю, нереально. Да, нужны. Дочка занимается гимнастикой в профсоюзах, там, ну, как бы льготы есть всяческие. Летний лагерь, там 14 тысяч в месяц, однако их кормят 2 раза в день. Ну, как бы нужно. До гэтага часу яны абаранялі права гэтай ці я лічу так, што як да гэтага не абаранялі, так і не будуць абараняць далей, бо гэта не прафсаюзы ў тым сэнсе, якім яны павінны быць, у тым сэнсе, якія яны ёсць у іншых краінах. У нас гэта, ну, як дадатак да ўлады, толькі ўсяго. Працаваў пасля універсітэта 2 гады ў школе, але я не заўважыў нават нічога там, што ён мне даў. Ну, ведаеце, я працаваў на дзяржаўным прадпрыемстве, там прафсаюзаў не было. Працую зараз на прыватным прадпрыемстве, таксама прафсаюза не было. Каб былі некая сила, которая абараняла вот эканамічныя правы і сацыяльныя людзей, было б добра, але ж іх няма, я іх не бачу. Мне лично никогда не помогали, но я знаю, в университете очень много помогали, ну, моим сокурсникам, одногруппникам. Вот, так что я положительно сама профгруппорг в своей организации в аптеке работаю. Это движение не очень развито, но будем надеяться. Дзейнасць прафсаюзаў я уяўляю сабе адносна туман. Пакуль такой канкрэтнай дапамогі я ад іх не бачу, хаця з'яўляюся членам прафсаюза. А мужа, например, обороняют, вот дают путевку на лечение. Наш профсоюз помогает. Хоть я и состою, но меня ни разу, короче, не попросил один раз что-то путевку, сказали, через там 3 месяца надо подождать. Ну, я, короче, больше никакого толку не вижу. А что такое сегодня профсоюз? Безумовно, что не. Мотивация простая. Коли профсоюзный незалежный рух на початку 90-х годов почав організовуватися і по сутності набув достатково вплив і почав вже користатися довіром у людей працовних, то це оборвалося і почало обриватися з 94-го року і відбувся якби суцільний відкат до узору Совєтських профсоюзів, можливо, навіть і в горшій формі. Демократичні профсоюзи, особні структури яких заховалися до цього часу і складають, по сутності, той подмурок, з якого може початися відновлення руху до демократичного уладкування у всій країні. Правы никакие они не обороняют. Только что ребенку дается подарок к Новому году. А так, профсоюз, ну что путевку, раньше путевку можно было в профсоюзе взять. Сейчас уже ничего не возьмешь фактически. Мое мнение такое, что на данный момент профсоюз носит формальный характер. То есть я в профсоюзе не состою и не пользуюсь услугами профсоюза никакими. То есть я не вижу какой-то, можно так сказать, реального взаимоотношения между нанимателем и профсоюзом конкретно в плане меня. Ну, что могло бы изменить ситуацию? Я считаю, что это признание профсоюзной организации, профсоюза в организации как независимый орган, который не зависит от нанимателя, это прежде всего. То есть это чтобы была какая-то альтернатива между нанимателем в лице директора и руководителем профсоюза, чтобы велся диалог, а не давались указания профсоюзу, чтобы он выполнял те или иные задачи.